Программа «Между тем», я Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. НАТО, пользуясь сумятицей во время кризиса, продолжает наращивать членство в своих рядах, рекрутируя туда традиционных нейтралов – Финляндию и Швецию. Данный шаг не является чем-то неожиданным и дает подтверждение теории о создании глобального НАТО, который будет вовлечен во все противостояния в мире, не только в бассейне Атлантики. Усугубляться вопрос не стоит. Исторически это довольно сложно. Вспомним хотя бы движение неприсоединения и заявку в НАТО со стороны СССР в конце 50-х. Это к слову. Причин относиться снисходительно к этим двум кандидатам не стоит. Подумаешь, типа микроармия в 15 тысяч человек на страну. В одной только Финляндии резервистов свыше 210 тысяч. Да и разработки этих стран, особенно Швеции, впечатляют. Вспомним просто сходу название Карл Густав и Saab. Вспомнили? Вхождение этих стран в откровенно враждебный блок, конечно, неприятно. И лидеры этих стран, судя по всему, это понимают, ибо сразу же в адрес Путина посыпались дисклеймеры, мол, это всего лишь формальность, стандартизация. Ответ России будет сюрпризом, в ответ пояснил Медведев, и, скорее всего, будет военным. У России в НАТО в данном вопросе появился, не союзник, но вполне себе совпадающий по интересам игрок. Вполне предсказуемо, что это Турция, которую многие аналитики пророчат кандидата на вылет из НАТО, что маловероятно. Во-первых, это форпост НАТО на Ближнем Востоке, который иллюстрирует всю картинку о глобальном НАТО. Во-вторых, и что важнее, это вторая по численности армия в блоке. Анкара с восточным изощрением предложила НАТО погодить, посчитала свои гешефты возможные и начала требовать от НАТО и новых кандидатов уступок. Начиная с изгнания курдов из парламентов обоих стран до аннулирования санкций за закупку российских систем ПВО. Вполне просчитав, что текущий момент заставит и США, и верхушку НАТО обратить внимание на складывающуюся, по мнению Турции, историческую несправедливость. Ё-моё, мол, мы с террористами воюем, а они нам санкции. Это, конечно, потребует времени, но кто-кто, а потомки осман выжидать умеют. Это к слову. Увидимся.